к мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Пусто в моем сердце, Мария. Википіло все. Отпусти ти мою душу. Хоч трошки на війну спіши. Хоч трохи. Бульбу тепер садить. Земля теплая, дихає. Мо поспію поздней трохи, но нічого. Дробненько буде ли нічого. Не ходи ты за мной, Марья. Не отводят меня беды. Смерти не боюсь. Жить страшно. Если есть в тебе Божья искра, то рано или поздно разгорится она в огонь таланта. И что бы ни делали с тобой жизнь и время, по каким крутым лабиринтам не водила бы тебя судьба, все равно она тебя приведет к тому месту, где ты всего нужнее на земле, к месту твоего предназначения. Так было и с ним. И иначе быть не могло. Он работал токарем, конструктором, учился на историческом факультете университета, а стал режиссером. И не просто талантливым режиссером, а выдающимся режиссером белорусского национального театрального искусства конца 60-х 20-го столетия и первого десятилетия нового века. Однажды он сказал: «Да, я за открытый театр, за публицистический, с призывом к совести и уму. Мне не нравится бытовой театр. Над бытом всегда существует поэзия с ее тонкими законами, по которым и устроен мир». Он сделал свой театр, он создал свой театр не для себя, для нас. Он Валерий Раевский. Мы заканчиваем театральный вуз, и, о чудо, меня берет знаменитый Купаловский театр, и благодарен Борису Владимировичу Эрину, и Валерий, наверное, тоже. Любимов предлагал ему остаться и работать. Валерий все-таки приезжает сюда, и Эрин тоже его приглашает в Купаловский театр, и мы опять вместе. И, в общем-то, какая-то ревность друг к другу, понимаете, кто же лучше. И нас как бы под свое крыло поставил Макаенок. Вот как бы взял нас один и второй. Мы дружили с Макаенком очень сильно. Валерий как бы чуть позже с ним был знаком. Но он как бы нас вот так то на одного, то на второго, то на одного, то на второго. И вдруг он нас приглашает и говорит: хотите, я вам дам по театру? Я говорю: как? И Валерий так: как? Ну вот Валерию Купаловский театр, а тебе, Борис, русский театр. Я говорю: как это, Андрей Егорович? Он говорит: ну давайте выпьем. Выпили. Говорит: ребята, я был у Петра Мироновича и сказал: да коли мы будем приглашать варягов из Москвы, когда у нас есть свои одаренные люди, давайте дадим им по театру.
Да. Я думаю, ну вот, ему Купаловский театр, ему получше, а мне похуже, русский театр. Думаю, значит, Макаёнок его больше любит, чем меня. И вот я уже в русском театре, он уже в Купаловском театре. Мы главные режиссеры двух ведущих театров. Видите, как судьба от студентов привела нас к двум театрам. Театр – это трибуна, с которой можно много миру сказать добра. Моя маці казала, што ніколі нічога нельга ведаць зусім дакладна, а цяпер я не ведаю зусім нічога. Учора раніцой я, Келіей, выйшаў з дому, каб купіць невялічкую рыбіну, а зараз маю здаравеннага слана. І хто ведае, што са мною будзе заўтра. Але па ўсёй Ірландіі вядомы наш род Келіею, што мы ніколі не губляемся і заўсёды робім тое, што трэба. Народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, лауреат государственных премий СССР и Республики Беларусь, профессор. Все это было в его жизни и было заслужено, но потом. А в начале Белорусский государственный театрально-художественный институт, а потом трехлетняя стажировка у Юрия Любимова в его знаменитом театре на Таганке. 3 года Валерий Николаевич Раевский работал ассистентом режиссера у Любимова. Он впитывал воздух Таганки. Он смотрел, как работает мэтр отечественного и европейского театра. Он смотрел, как создают свои роли на сцене Владимир Высоцкий, Алла Демидова, Николай Губенко, Валерий Золотухин. И все это он пропустил через себя. И когда он приехал в Минск и пришел режиссером в театр имени Янки Купалы, это был 1967 год, а в 1973 он стал главным режиссером театра, то все, чему он научился, все, что пропустил через себя, он стал воплощать в жизнь, порой ломая традиции Купаловского театра, но при этом создавая новое. Один за одним выходят спектакли. Что тот солдат, что этот Брехта, «Буря Шекспира», «Лес Островского», спектакли по пьесам Макаёнка, «Погорельцы» и «Трибунал», по пьесам Дударева «Вдовы» и Матуковского «Мудромер». За последние названных 2 он и творческий коллектив был удостоен государственных премий СССР и Республики Беларусь. Он удивляет, он поражает, а порой и потрясает, но критика по-разному относится к нему. Его иногда подвергают очень резкой критике, а он продолжает работать. И есть еще одно очень важное обстоятельство и условие его творчества. Он работает с единомышленниками, а его единомышленники – это художник Борис Герлован. Это прекрасные, замечательные наши драматурги Андрей Макаёнок, Николай Матуковский, Алексей Дударев и, конечно же, актеры Август Милованов, Геннадий Гарбук, Геннадий Овсянников, актриса Зинаида Броварская, Галина Макарова и многие другие. Вместе они сила. Я никогда не любил демонстрации, я никогда не умел петь в хоре. Меня раздражает хор, демонстрация, когда люди идут в ногу. По природе своей я анархист. Как всякий художник, он выходит из толпы. Суть всякого художника, это мое мнение, истинная суть, это тоска по совершенству. Для меня Валерий Николаевич Раевский еще и той режиссер, який умее знайсці, убачыць і дастаць з актёра нешта новае, што ніхто не здагадваўся раней, што гэты актёр можа вось так вот зрабіць. Усё, што я асабіста зрабіў з Валерыем Николаевичем, это самае лепшае за мой творчы шлях. Усё, што было адзначана і крытыкай, і гледачом, канешне.
то это мы зрабілі з Валерыем Миколаевичем. І стаў я не проста характарны камедыйны артыст, а як ён сам адзначаў, Геннадий Овсянников – это трагікамедыйны артыст. Мала зараз нават у нас у тэатры спектакляў, дзе шукаюць характары, каб быў чалавек. І што адбываецца з чалавекам, і што адбываецца паміж людзьмі. Вось гэта, на гэта неяк зараз мала звяртаюць увагі, а ўсё весялуха такая аднабаковая. Самае галоўнае, што як у Караткевіча зборнік, ёсць, што я быў, ёсць, буду так у памяці нашых акцёраў. Валерий Миколаевич был, есть и будет. Потому что это режиссер, я бы сказал, с полетом. Удивительная пьеса Дюрренмата «Ромул Великий». Удивительный размах интеллекта. Редко попадается в театре пьеса, которая так увлекает театр и режиссера. Давала возможность актеру взлететь. А уж полет – это дело самого актера. Ты здрадил Рим? Я не здраджував Риму. Рим сам себе здрадив. Таким, яким він став зараз, він не має права на існування. Кому він такий потрібен? Он ставит спектакли на Украине, в Ирландии, Эстонии, Словении, Польше и в России. Он живет театром. Театр – это его жизнь. А ведь жизнь, она такая разная. И если в театре не бушуют порой страсти, не волнуются настроения и эмоции, все тихо и спокойно, это уже не театр. А ведь все, казалось бы, так просто. Я актер, я хочу играть в этом спектакле эту роль. Я могу, я хочу. А режиссер меня в этой роли, в этом спектакле не видит. Возникает конфликт, недовольство, неприязнь и более чем неприязнь. Однажды, не для прессы, Валерий Николаевич рассказал о том, как была встреча с актерами, на которой высказаны были обиды и претензии. Это было очень много и долго. Он все выслушал и спросил: кто еще хочет моей крови? В ответ тишина. И он продолжал работать. С довольными, недовольными, заслуженными, народными, молодыми он создавал новые спектакли. Витов, «Черная панна Несвижа», «Пирамида Хеопса», «Ромул Великий», «Эрик XIV», Чичиков. И опять он удивляет и потрясает. О своем Купаловском родном театре он сказал так: «Такого другого театра больше нет». Профессия режиссера – это очень сложная, тонкая и малопонятная. Требует много качеств. Терпение прежде всего, такта. А может быть, такт на первом месте. Неординарность мышления. И умение доказать и навязать свой способ мышления убедительно и нарисовать картину с актерами, которая бы стала интересна зрителю. Да, это идет самовыражение. Дай Бог, чтобы каждому хотелось самовыразиться. Он точно взял метод Бертольда Брехта и соединил его с психологическим театром. Он понимал, что актеры великие в Купаловском театре. И вот у него не конфликт характеров, не конфликт, как мы часто выстраиваем как бы ситуации, а конфликт мыслей. Вот если один персонаж, мыслительный образ, а это нужно, чтобы его мысли показать, Раевский делает некий такой крупный план, как в кино. Через характер, конечно, через психологическую ситуацию он выдает
этот текст. И я слежу за мыслями и за конфликтом с партнером. Что стоит буря? Он мне уже рассказывает, а ты знаешь, что у меня вода будет бурлить? Буря настоящая, буря в душах людей. И вот это завораживающий океан бури до сих пор я вспоминаю, и для меня это Шекспир совершенно с другого ракурса, с другой ситуации. К великому сожалению, я грущу об этом. Он ушел из жизни рано. И вечная тебе память, Валера. Я тебя помню. Я сегодня вкратце прокрутил все наши взаимоотношения. Были споры до хрипоты, до обид друг друга, но они сейчас кажутся прекрасными. О его личной жизни. Он был женат трижды, от первого брака дочь Наталья, а свою третью жену Галину Ивановну, она сейчас работает в Купаловском театре, он встретил случайно после спектакля, и они были 30 лет вместе. Общий сын Николай. У Галины Ивановны от первого брака 2 сына. Это Павел и Андрей, но он никогда не разделял детей на своего и чужих. Он принадлежал к тому типу мужской красоты, который встречается все реже и реже. В нем чувствовалась сила, воля, и он нравился женщинам. Это неудивительно. Что касается меня, то, как бы ни показалось вам странным это сравнение, он напоминал мне мастеров, зодчих и скульпторов эпохи итальянского возрождения, сильных телом и духом. В семье, в быту добрый, мягкий и даже в чем-то по-детски наивный. Любил семейные праздники, особенно Новый год, готовился к нему заранее и с детской радостью украшал елку. И еще я хотел бы сказать об очень важном. Он никогда громко не кричал о том хорошем, что он сделал для других. Он не рекламировал свою доброту. В нем было всякое, как и в каждом из нас, но было и то, что выделяло его среди других и делало его Валерием Раевским. А это яркий талант, умноженный на энергию ума и души, и дикое бешеное стремление создавать, делать и творить. Отношения у нас с отцом были легкие всегда. То есть у меня не было такого какого-то чувства, что это именно мой наставник такой, жесткий он, либо добрый сильно. Как бы, я не видел грани.
никогда в жизни не обижался, не злился сильно. Никогда. Больше 5 минут этого не происходило. И поэтому было легко очень. Очень легко. Но было похоже это наши отношения как сорванец волчонок такой и умная обезьяна рядом. Всему научил, все грибные места показал, и рыбные. Как-то ничего не делая сильно сделал из меня не последнего человека. Неназойливость такая. У него находилась какая-нибудь фразочка такая крылатая. Говорит, есть ссор земли, есть соль земли. И пошел. Ничего нет. Не объясни ничего, пошел. Когда говоришь, что думаешь, думай, что говоришь. Это мне казалось так как-то винегретом словесным. А потом, а нет, тихо, он прав, класс. Одна из любимых моих фраз оставшихся. Когда я смотрел Эрика 14-го, один из последних спектаклей, я стоял за кулисами возле авансцены. Я не ощущал мощи всей этой театральной, которая происходит там в зале. Нет, я из-за кулис стоял, обнаженный театр. И все равно потекли слезы. После этих эмоций я начал больше всматриваться в спектакли, ходить. И сейчас я могу пересматривать каждый раз, когда он идет. И вечер, и старомодная комедия. Все, что последнее вот осталось, эти отголосочки. Каждый раз можно смотреть, и ты смотришь и понимаешь, что душа там еще человека, который вот ушел. В 2009 году он уже не художественный руководитель Купаловского театра. Как, что, почему, объяснить мне, человеку далекому от театрального искусства, очень сложно. Так сложились обстоятельства. Конечно, рано или поздно надо уходить, но как? В театре он жил 35 лет, и 35 спектаклей, а всего 50, и большинство их по пьесам белорусских драматургов. Но ведь не только спектаклями вымеряется то, что он сделал, а молодые драматурги и актеры, которые стали настоящими звездами, а его студенты, в конце концов, его семья, из всего состояла его жизнь. Да, он очень переживал свое формальное присутствие в театре. Потом тяжелая болезнь, и 19 ноября 2011 года Валерия Николаевича не стало. Я не помню кто, но сказал очень верно, что посредственность – это форточка, открытая в обыденность, а талант – это раскрытое окно в мир неизвестный, неизведанный. Так вот, его талант – это широко раскрытое окно в мир, который мы, может быть, иногда не понимали, но мир прекрасный и очень близкий нам. Он создал этот мир, Валерий Раевский. Все равно
где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам усталых ресниц.